شيخنا السؤال الأول يعني يوجد عندنا دعاة يعني من الصوفية في الشيشان وغيرها من جمهوريات القوقاز ينتشرون شبهات منها مسألة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بين عوام من الناس ويستدلون بأحاديث الصحيحة التي تشير بالتوسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه حديث عن رجل الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يدعو له أن يرد بصره وخيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. وحديث الثاني الأثر من عمر رضي الله عنه أنه توسل بعباس رضي الله عنهما. ما تحقيق يعني في هذه المسألة وكيف نرد على هذه الشبهة؟ أثابكم الله يا شيخ. هذا توسل بدعائهم في حياتهم، توسل بدعائهم في حياتهم، وهذا يعني مشروع حتى مع غير النبي ومن غير العباس. ممكن أن إذا رأينا في رجل صالح يعني توسلنا به الصلاح نقول ادعوا الله للمسلمين، ادعوا الله للمسلمين. أو يقول один человек пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, и сказал: «О посланник Аллаха, проси Аллаха, чтобы он вернул мне зрение». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, ответил: «Я это сделаю, но если ты потерпишь, будет лучше для тебя». Он повторил: «Попроси Аллаха, чтобы он вернул мне зрение, о посланник Аллаха». Он ответил: «Соверши омовение, затем 2 раката». То есть он не будет сидеть возле посланника Аллаха. Затем идет дуа, смысл которого таков: «О Аллах, поистине я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе через Мухаммада, пророка милости. О Мухаммад, о Ахмад, о Абуль Касим, я обращаюсь через Тебя к Аллаху, чтобы вернуть зрение. О Аллах, даруй мне его шафаат ради его высокого положения возле Тебя». Это посланник Аллаха научил человека совершать тавассуль. Но если скажут, что это было при жизни, а не после смерти пророка, мы говорим, это хукм общий, а чтобы сказать, что он частный, нужно доказательство этому. Он говорит, что доказательством является то, что Умар совершил тавассуль посредством Аббаса, и что оставление Умаром тавассуля посредством посланника Аллаха является доказательством недозволенности. Мы говорим, что такое никто из ученых усуля не говорил. Это новое изобретение. Оставление может рассматриваться в шариате только при наличии контекста указания. Иногда говорят, что тавассуль разрешен, но только посредством посланника Аллаха. Мы говорим, что на возможность тавассуля не только посредством посланника Аллаха указывает тавассуль Умара посредством Аббаса. Это приводится в Бухари. Посмотрите, кто лучше, Умар или Аббас? Ну же, Умар, конечно. Мы недавно об этом говорили. Кто самые лучшие сподвижники? Абу Бакр, Умар, Усман и Али. Значит, сподвижник Умар лучше, чем сподвижник Аббас. Но тогда почему он совершил тавассуль посредством Аббаса? Потому что он дядя посланника Аллаха, он из его семейства. В действительности это тавассуль посредством посланника Аллаха. Имам Ибн Хаджар Аскалани в комментариях к хадису о тавассуле в Сахихуль Бухари в книгу Фатхуль Бари во 2 томе, кажется, в главе о прошении дождя он пишет, что человек остановился возле могилы посланника, а это было время правления Умара. Он сказал: «О посланник Аллаха, проси дождя своей умме, поистине она попала в беду». Это живой человек обращается к посланнику Аллаха, а посланник уже перешел в дом ахирата, к Аллаху. Они же пророки, они живы в своих могилах. Он обращался к посланнику Аллаха. Здесь он не просто совершил тавассуль, а просил помощи, говоря: «О посланник Аллаха, погибло все, постигла беда, проси для нас дождя, о посланник Аллаха». Затем он ушел и увидел во сне посланника Аллаха. Сейчас кто-то придет и скажет, что эти приводят сон в качестве доказательства и так далее. Обратите внимание, доказательством является не сон. Но все же он видел посланника Аллаха, в котором тот передал: «Сходи к Умару, передай приветствие и скажи, что у вас пойдет дождь, и передай, что ему следует быть умным». Тогда он пошел к Умару и сказал, что совершил тавассуль, попросил дождя и так далее у могилы посланника Аллаха. И он во сне явился ко мне и сказал это. Тогда Умар отвечает: «Я сделаю все, что в моих силах». Здесь в качестве доказательства приводится не сон, ибо сон, если даже увидят посланника Аллаха, сон не является законом, не является причиной для законотворчества. Доказательством является то, что этот человек это действие совершил, а этот хадис достоверный, и об этом пишет Ибн Хаджар аль-Аскалани. Доказательством здесь является подтверждение Умара этого действия.
Вы думаете, что если бы это было ширком или новшеством, как некоторым кажется, разве Умар промолчал бы? Разве он сказал бы, что сделает все, что в его силах? Он бы возмущался, говорил, что это запрещено. Он более чем кто-либо ревностно относился к запретам посланника Аллаха. Некоторые вносят сомнения в этот рассказ, говоря, что Хафиз ас-Захаби посчитал неизвестным передатчика этого хадиса, Табиуна Малика ад-Дарара. Некоторые возражают, говоря, что передатчик неизвестен. Извините меня, но эти слова не стоят чернил, которыми они написаны. Тот, кто приводит эти слова ас-Захаби, хорошо не изучил данный вопрос. Сам Хафиз ас-Захаби для него является неизвестным человеком. Есть правило, тот, кто передает или запомнил, является доводом в отношении того, кто не помнит или не передает. Ученые Джарх ва Та'диль приводят жизнеописание Малика ад-Дарара. Они говорят, он был казначеем мусульман во времена правления Умара, в том смысле, что он был безупречной репутацией, преисполненный знаниями человек. Умар доверил ему казну мусульман, ибо он был с отличной памятью, очень справедливым человеком. Те, кто передают и запоминает из числа мухаддисов, являются доводом в отношении тех, кто не является таковым. Нет пылинки на этом рассказе, она достоверна. Итак, тавассуль посредством праведников, будь то живой или мертвый, разрешается возле большинства ученых Ахлю-Сунна. Исключением является Ибн Таймия и те ученые, которые придерживаются его школы. Это те, кто учился у него, подобно Ибн Каиму. И так в последующем, это некоторые ученые Саудовской Аравии или те, кто учился у них. Мы всех уважаем и любим всех, но это есть частное мнение, которое не соответствует мнению большинства ученых Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Все-таки осталось маленькое сомнение в этом вопросе, что мертвый не может помогать или же вредить. Субханаллах, а что живой может принести пользу или же вред? Если речь идет о помощи или вреде помимо Аллаха, если веришь, что мертвый и живой не могут принести пользу или вред помимо Аллаха, то это правда. Но убежден ли ты, что живой приносит пользу или вред помимо Аллаха? Уважаемый, тогда исправь свою акиду, опасность выжидает именно тебя. Мы убеждены, что ни живой, ни мертвый не принесут ни пользу, ни вред помимо Аллаха. Но тогда почему вы совершаете тавассуль? Уважаемый, когда мы совершаем тавассуль, мы не ожидаем от них ни вреда, ни пользы. Мы ждем пользу или вред от Аллаха. Хорошо, тогда почему ты не обращаешься к Аллаху прямо? Да потому что Аллах научил меня посредством своего пророка этому адабу. Почему мы совершаем тавассуль, ведь Аллах близок? Если мои рабы спросят тебя, то я близок, отвечая на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Аллах не нуждается в посреднике? Да, правильно, Аллах не нуждается в посреднике. Аллах также не нуждается в молитве. А что, нуждается разве? Наш Господь что, нуждается в молитве? Пречист Он не нуждается ни в чем. Наш Господь нуждается в посте? Нуждается в нашей милостыне? Аллах может дать пропитание бедным, даже если им не дадут милостыни. Он нуждается в нашем чтении Корана. Наш Господь не нуждается ни в чем, Он самодостаточен. О, люди, вы нуждаетесь в Аллахе тогда, как Он самодостаточен. Это мы нуждаемся в молитвах, поэтому мы совершаем обязательные молитвы. Мы нуждаемся в приближении к Аллаху, поэтому соблюдаем пост. Мы нуждаемся в милостыне, поэтому раздаем милостыню, как обязательную, так и желательную. Мы также нуждаемся в тавассуле. Ты откуда это взял? Молитва и милостыня прописаны в законе Аллаха. Да, но и тавассуль прописан. Ты что, не услышал только что хадис посланника Аллаха? Ты не услышал, что Умар совершил тавассуль посредством Аббаса? Умар что, не знал, что Аллах не нуждается в посреднике? Почему Умар обратился к Аллаху посредством Аббаса, а не прямо? Значит, вопрос неправильный. Прежде чем ответить, вопрос создает ложные сомнения в умах людей. Тавассуль совершается не потому, что Аллах нуждается в нем, он совершается потому, что мы нуждаемся в адабе в отношении Аллаха. Что же означает совершить тавассуль? О Аллах, мы знаем, что Ты близок, но стесняясь Тебя из-за упущений своих, я обращаюсь к Тебе посредством одного из Твоих любимцев. Это же самое случится и в судный день. Вы не прочли хадис о шафаате? Его передали Бухари, Муслим и другие, он достиг высшей степени достоверности. Хадис о шафаате, когда усилится печаль людей в судный день до их разделения, к кому же они подойдут? К Адаму. О Адам, заступись за нас. А в вводной версии Аль-Бухари, Сахихи, нескольких версий говорится, они попросят помощи истигаса у Адама. Субханаллах. Человек допускает тавассуль и истигаса в этом мире и допускает судный день, но запрещает между ними. Как так?
Ведь разрешается просить помощи Адама в ахирате, а также разрешается просить своего друга здесь же принести мне воду, когда наступит время ифтара. Также разрешается сказать: «О, Адам, заступись за меня». Можно сказать это тому, кто в этом мире. Также дозволено сказать в ахирате. И ширком является, если я скажу это тому, кто в могиле. Что это за знания такие? Как это принять? Говорят, что будут просить Адама помочь заступиться за людей. Когда мы придем в судный день, мы что, не будем знать, что Аллах не нуждается в посреднике? Да мы все знаем, что Аллах не нуждается в посреднике. Я ближе к вам, чем ваша сонная артерия. Он близкий, Он отвечает на зов молящегося. Почему тогда пророк рассказал нам, что все мы будем это делать? Почему? Потому что они имеют степень возле Аллаха. Аллах избирает из числа своих рабов того, кого хочет. Пречист Он, велик Он. Аллах избрал Адама, избрал Нуха, избрал Мусу и всех пророков. Аллах в Коране сказал: в тот день, когда Джибриль и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Ладно, этому разрешил Аллах? Мы говорим: нет, в этом месте не разрешили им. Не говорим, что разрешили. Нет, им не разрешили говорить. Весь мир, общины идут к Адаму и говорят: «О, Адам, ты отец людей, заступись за людей». Он скажет: «Я не знаю, что сделают со мной сегодня, я поел с дерева. Господь мой охвачен гневом так, как никогда не был прежде и не будет впредь. Идите к другому». Если бы это было ошибкой или ширком просить шафаат кого-либо, кроме Аллаха, подобно тому, как учат некоторые люди, пусть Аллах наставит нас и их, они путают акиду и умы людей. Если бы было так, то разрешили бы Адаму говорить: «Идите к другому». Как так? Адам будет призывать к ширку? Если прошение шафаата от людей было бы запретным, то Адаму следовало бы сказать: «Не просите у меня шафаат и не просите у других, просите у Аллаха». Но этот хадис достоверный, мутаваттир. Адам говорит: «Идите к другому», и они идут к Нуху, а он говорит: «Я не знаю, что сделают со мной сегодня. Идите к другому». Они идут к Ибрахиму, и он говорит: «Я не знаю, что сделают со мной сегодня. Идите к другому». К Мусе он говорит также: идут к Исе: «О, Иса, ты Рухулла», его слово, которое он дал Марьям: «Заступись за людей». Он говорит: «Я не знаю, что сделает со мной мой Господь, Он охвачен гневом так, как никогда не был прежде и не будет впредь. Идите к другому». И они идут к нашему господину Мухаммаду, к вашему имаму, господину, заступнику. О посланник Аллаха, мы ходили туда и туда, заступись за людей. Ведь он пришел с таухидом, он избран для таухида из числа людей. Если бы речь шла, как говорят некоторые, о запрете или ширке прошения заступничества, пусть Аллах убережет нас от этого, то он должен был бы сказать: «Нет, не просите у меня этого, просите Аллаха, чтобы Он принял мое заступничество за вас». У имама таухида, нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, он разве согласится с ширком? Что же сказал, саллаллаху алейхи вассалам, когда у него попросили заступничество? Он сказал: «Я для этого». Да благословит Аллах того, кто говорит такое, когда ни один приближенный ангел, ни один пророк не сможет это сказать: «Я для этого». Разве в нашей жизни мы не можем просить его высоким положением? Ведь он говорит: «Я для этого», саллаллаху алейхи вассалам. Вы хотите Коран и Сунну? Это и есть Коран, это и есть Сунна. Это и есть доказательство, на чем стоят большие мухаддисы уммы, большие факихи уммы из числа ханафитов, маликитов, шафиитов и хамбалитов. А имам Ахмад пошел еще дальше, разрешив принести клятву именем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, в отличие от других имамов. Обратитесь к книгам хамбалитов, таким как Аль-Мугни. Он говорит, что клятва, принесенная именем посланника Аллаха, считается, и тот, кто клялся посланником Аллаха и нарушает клятву, должен искупить нарушенную клятву. Имам Ахмад совершил ширк? Да убережет меня Аллах, это имам Ахлю Сунны. Значит, вопрос ошибочен. Тавассуль разрешен, желателен и возможен посредством живых и мертвых, будучи убежденными в том, что ни живой, ни мертвый не может принести пользу или вред помимо Аллаха. Почему мы совершаем тавассуль? Для соблюдения адаба в отношении Аллаха, ведь Он установил это правило для нас через посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Более того, тот аят, который приводит те, кто запрещает тавассуль, а именно слова Аллаха: «Если тебя просят мои рабы, то я близок, отвечаю на зов просящего, когда он просит меня», то я должен сказать: уважаемые братья, читайте немного грамматики. «Если тебя спросят» — это предложение условия. Разве может быть условие без следствия? Ну же, уважаемые студенты, может быть предложение условия без предложения следствия?
А где предложение следствия? Оно «я близок». А где глагол условия? Если что, если спросят. Спросят кого? Если спросят нашего господина Мухаммада, речь обращена к нему. То есть, если тебя спросят, то есть Мухаммада, обо мне, то я близок. То есть, если просящий придет через твои врата, то я близок. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха принимающим покаяние и милосердным. Значит, приближение к Аллаху, нахождение Его принимающим покаяние, привязано к приходу к посланнику Аллаха, привязано к испрашиванию им прощения грехов. Саллаллаху алейхи вассалам. Это и есть Коран, это и есть Сунна. Некоторым людям это не нравится. Ничего не делай, если не нравится, но и не отрицай действия людей, которые соответствуют Корану и Сунне. Также обращаюсь к тем, кто любит тавассуль. Не проявляйте чрезмерности в этом. Пророк совершал тавассуль, сподвижники совершали, табиины и семейство пророка совершали тавассуль. Но тавассуль относительно других их молитв занимал незначительное место в их обращении к Аллаху. Чрезмерности во всем этом не должно быть. Должны соблюдать умеренность. Уважаемый шейх, да благословит вас Аллах и воздаст вам добро. От имени всех присутствующих выражаю вам слова благодарности и просим вас завершить эту встречу молитвой.